Доброе время суток, дорогие друзья, подписчики. Мы сегодня первый раз отработали в горном районе. Нас встретили представители лесхоза, провели инструктаж. Мы сегодня вышли в лес к месту возгорания. Так сказать, прошли боевое крещение. Вот, у нас сегодня здесь работали еще два трактора, но один провалился, у него там с плугом проблема, поэтому у нас сейчас на ДТ-75 нужен плуг, причем этот плуг должен не дисковый, вот, с хорошими ножами. Вот. У нас осталось 150 литров дистоплива, это на один день работы, то есть нужен дистоплива. Мы перед выездом с Якутска немножко неправильно сделали. Купили разные лопаты. Но вот здесь нужны только штыковые лопаты, и они должны быть очень хорошо заточенные. Тогда работа как бы быстрее идет. Нехватка РЛО, это, так сказать, ранцы для тушения пожаров. У некоторых здесь есть у нас, но запчастями там эти резинки все порвались. Не все хорошо работают. Вот, нужно РЛО и к ним запчасти. Было бы очень удобно, если бы у нас была емкость, какая-нибудь 100-литровая, пусть это будет пластик, или там резиновая, может, емкость, в которой мы бы могли бы у ближайших водоемов забирать воду, подвести поближе к лесу, чтобы мы могли заправлять свои РЛО. Ну а чтобы быстрее заправлять вот эти емкости, нам не помешает помпа. На нашу дружба у нас пока одна. Было бы здорово, если было бы еще больше. Ну, цепи у нас, они очень быстро приходят в негодность. Нужны точилки для цепей. Вот. Для нашей правильных тактических движений необходима оперативная информация о обстановке, пожарной обстановке. Раньше, говорят, это очень наши авиаторы, авиация очень сильно помогала. Свои облеты, значит, информировала, свежую информацию давала. Вот вот информации сейчас практически нет. Вот, она бы очень сильно нужна была бы. Ну вот такие вот респираторы, они вот буквально мы вечером только поработали, часов 6, наверное, поработали, вот она вся черная. Ну и топоры острые нужны. Вообще было бы здорово, если предприниматели оказали нам поддержку вот в приобретении этих всех инструментов. Ну а, уважаемые добровольцы, нас, значит, сегодня было 12 человек добровольцев. Вот. Часть из них должны к нам присоединиться позже, но сейчас, в зависимости от обстановки, может быть, дожди пойдут здесь, может быть, наоборот, будет тяжелая обстановка, нужны будут люди. Поэтому продолжаем направлять свои заявки на WhatsApp номер, который указан внизу, и записываться. И, возможно, может, поедем вообще в другой, там, Восьмайский район или еще куда-то. Поэтому, пожалуйста, записывайтесь активно, помогайте. Большое спасибо.